Здравствуйте, меня зовут Юрий Сын, и моя тема – это создание тактильных 3D-копий музейных экспонатов, например, НЭЦК для Садовович. Наставники: Савин Максим Алексеевич, хай-тек цех. Тимофеев Сардана Дмитриевна, Энерджи Квантум. Проблемы исследования. В музее экспонаты принято смотреть, запрещено трогать или воздействовать с ними, потому что некоторые из них дошли до наших дней в единственном экземпляре, представляют собой огромную ценность. Но что делать людям с АВЗ, которые хотят приобщиться к музейной культуре, посещать музеи для развития эрудиции и познавать историю? И мы решили создать 3D-модель древнего экспоната и распечатать на 3D-принтере, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли прикоснуться к культурным ценностям и представить образ экспонатов через тактильное ощущение и комментарии сотрудников музея. Это просто и доступно. Цель: создать тактильную 3D-копию музея экспонатов, например, НЭЦК для слабовидящих. Гипотеза: если создать тактильную копию экспонатов, то музейная среда будет доступна и комфортна для всех категорий людей. Изучить литературу и интернет-ресурсы по данной проблеме. Создать 3D-модель статуэтки НЭЦК на программе Blender. Распечатать статуэтку на 3D-принтере OneHow дупликатор i3+. Опробировать музей. Сделать выводы. Японская НЭЦК – это небольшая резная фигурка, выполненная из кости или дерева. Второй этап – процесс создания 3D-модели на программе Blender. Третий этап – процесс распечатывания. Распечатывали на пластике HIPS. В общем, на распечатку первого прототипа составило 8-9 часов. Прототип номер 1 высотой 10 см. Прототип номер 2 высотой 15 см. Выводы. Изучили литературу и интернет-ресурсы по данной проблеме. Провели опрос на Google форме для населения города Якутска. Создание тактильных фотокопий музея экспонатов, например, НЭЦК для слабовидящих. Создали 3D-модель статуэтки НЭЦК на программе Blender. Распечатали статуэтку на принтере OneHow дупликатора i3+. Выбрали экспериментальную площадку и в дальнейшем планируем создать мобильный музей для людей с АВЗ. Если создать тактильные копии экспонатов и мобильный передвижной музей, то музейная среда будет доступным и комфортным для всех категорий людей. Спасибо за внимание.